В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Развитие альтернативной энергетики имеет приоритетное значение для Якутии. Об этом сказал исполняющий обязанности главы Кабмина региона Владимир Солодов на встрече с делегацией японской компании Камай Халтек. Стороны обсудили проект строительства парка ветроустановок в поселке Тикси Булунского района. По мнению Солодова, реализация данного серьезного проекта проходит в непростых климатических условиях и говорит о том, что помимо арктических территорий альтернативную энергетику можно внедрять и в других районах республики. Опыт эксплуатации ветроустановок показывает, что производительность во многом зависит от мест расположения и их ландшафтных условий. Наиболее сильные ветра наблюдаются на побережье Северного Ледовитого океана в Анабарском, Булунском, Устьянском, Алаиховском и Нижнеколымском районах, а также в районе нижнего течения реки Лены в Жиганском районе, сказал он. Строительство парка ветроустановок позволит повысить надежность энергоснабжения поселка Тикси и снизить его зависимость от дорогостоящего привозного дизельного топлива. Оленёкский район переживает второй этап промышленного освоения. Так, муниципалитет и компания «Алроса» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках документа предусмотрено финансирование района в течение 5 лет по 100 миллионов рублей и обучение местного населения профессиям, которые востребованы на предприятии, а также предоставление рабочих мест при трудоустройстве. Это лишь малая благодарность, которая может быть от алмазодобытчиков за вклад, внесенный жителями Оленёкского района еще с начала поисков месторождений для алмазодобывающей отрасли нашей страны. С помощью оленёкцев-каюров велись поиски алмазов. Алмазы были найдены, и они сегодня дают очень хорошую прибыль для страны, дивиденды для муниципальных районов республики, которые являются акционерами компании, сказал первый заместитель генерального директора, исполнительный директор «Алроса» Игорь Соболев. И отметил, что это хороший старт для начала освоения Верхнемунского месторождения, запуск которого планируется в сентябре этого года. Дополнительные 100 миллионов рублей в год также станут помощью для Улуса в развитии прежде всего инфраструктуры, социальных проектов. Соглашение принято в итоге долгих переговоров. Работа в этом направлении была начата еще до освоения на территории Улуса Верхнемунского месторождения. Мы этого ждали очень много лет, компания за эти годы стала нам родной. Такие отношения у нас сложились еще с советских времен. Сегодня мы подписали соглашение, в котором говорится об обучении и трудоустройстве наших жителей. Сумма пожертвований, которую компания будет ежегодно выплачивать, позволит нам выйти на другой уровень развития, сказал глава Оленёкского района Александр Иванов. Что касается социально-экономического развития Оленёкского района, то ежегодно увеличивается численность населения, идет рост по поголовью оленей. Район занимает первое место в республике по вводу жилья в расчете на душу населения. Начинается строительство школы-сада в селе Хары-Ялах, и в следующем году в районном центре будет введен в эксплуатацию этнокультурный центр. В Оленьке также открыт новый современный детский сад на 98 мест. Оленёкский район уже становится промышленным районом наряду с Ленским, Мирнинским и Алданским. Сегодня на территории района разведку и добычу рассыпных алмазов ведет алмазы Анабара. Осваивается там торское месторождение редкоземельных металлов «Восток Инжиниринг». Алроса начинает работы по добыче алмазов на Верхнемунском месторождении. Активную геологоразведку проводит Арктик Капитал и Росгеология, сказал первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников. Продолжение темы развития промышленности. Потребность компании «Колмар» в кадрах на ближайшие 4 года составляет более 4500 человек. Чтобы удовлетворить ее, агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с «Колмар» разработали и подписали дорожную карту. Подготовленный план, в частности, подразумевает внедрение компании в федеральные программы трудовой мобильности и переезда соотечественников. Кроме того, на 4-м Восточном экономическом форуме ожидается подписание соглашения о сотрудничестве в сфере содействия компании «Колмар» в развитии человеческого капитала и обеспечения трудовыми ресурсами.
Мы создаем новые предприятия на Дальнем Востоке, а рынок труда крайне ограничен. Это один из самых больших рисков любого бизнеса. Для системы образования, для органов государственной власти и для субъектов Российской Федерации должен быть технический заказчик в лице работодателя, который может сказать, сколько, когда и какой квалификации необходим персонал. Поэтому так актуальны комплексные решения, которые позволяли бы информировать молодежь о том, какие профессии будут востребованы, найти людей, привести в удаленные районы Дальнего Востока и, возможно, переобучить, сообщил генеральный директор Колмар Артем Левин. 39 молодых семей Мирнинского района получат социальную выплату на жилье. Продолжает действовать долгосрочная муниципальная программа. Общая сумма поддержки не менее 30% от стоимости жилья для тех, кто не имеет детей, и 35% для семей, имеющих одного ребенка или более. Это касается и неполных молодых семей. Отметим, что благодаря программе с 2015 года по 2017 в Мирнинском районе улучшила жилищные условия 181 семья. Отопительный сезон начался в 10 северных районах Якутии. Сейчас на местах завершаются ремонтные работы. План по завозу по основным населенным пунктам завершен, однако на реке Яне низкий уровень воды мешает навигации и доставке котельного топлива. Мы надеемся, что вода еще поднимется. На данный момент рассматривается наличие запасов по всем теплоснабжающим организациям. Если вода не поднимется, будем отрабатывать по открытию автозимников, прокомментировал министр ЖКХ и энергетики республики Данил Савинов. Запуск тепла в Якутске и Алданском районе начнется в начале сентября. К концу этого года курс рубля должен скорректироваться и составить около 65-66 рублей за доллар. Такой прогноз дал главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. По словам эксперта, это может исходить из текущих рыночных параметров или прогноза платежного баланса, а также предположить, что внешний международный фон останется прежним. По состоянию на 29 августа американская валюта составляет 67 рублей 39 копеек, евро 78 рублей 76 копеек. Напомню, что заявления о новых санкциях США вызвали резкое снижение курса рубля в начале августа, но к концу месяца российская валюта практически восстановила свои позиции на фоне решения Центрального банка прекратить покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила. 27 августа, после вступления в силу американских запретительных мер, рубль вновь испытал определенное давление. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.